Добрый день, уважаемый Антон Петрович, уважаемые коллеги. Позвольте от Актюмского наследия представить доклад нашей секции. Наш первый президент является продолжателем выдающихся наших легендарных хангаласов, таких как Тыгын Дархан, Назары Базеков, Софрон Саранов. Если с именем Максима Кирилловича мы отождествляем создание Первой Республики, это создание Киргизской автономной Советской Социалистической Республики 27 апреля 1922 года, то с именем нашего первого президента Михаила Владимировича Николаева мы все отождествляем создание Второй Республики. Создание Якутской Саха Советской Социалистической Республики 27 сентября 1990 года и с конечным преобразованием в Республику Саха-Якутия 27 декабря 1991 года. Михаил Ефимович родился в Актюмском наследии, Актюмского района Якутской ССР. И, конечно же, Актюмский наслед имеет древнюю и очень богатую историю. Нужно сказать, что на территории Актюмского наследия в местности Толой около реки Арба жил легендарный Тыгын Дархан. А в местности Стябран Актюмского наследия является усыпальницей рода легендарного Тыгын Дархана с 15 по 18 века и позднее. А в местности Стябран, как мы все знаем, похоронен легендарный князь Назары Базеков, внук Тыгына, который в 1676-1679 годах побывал в делегации в Москве и был принят царем Федором Алексеевичем. В местности Махтав Малкана Актюмского наследия родился князь Софрон Саранов, правнук легендарного Тыгына. В 1768 году, как мы все знаем, после аудиенции с императрицей Екатериной Великой, Софрон Саранов становится первым из якутян, официальным депутатом уложенной комиссии и первым главой Якутской области. На основе археологических исследований признано, что на территории долины Акены и Актюмского наследия шел процесс этногенеза народа Саха, освоившего и создавшего здесь ранее якутскую лун-тавскую культуру. В настоящее время Актюмское наследие является местом сосредоточения и функционирования уникальных и известных на всю республику научно-образовательных учреждений республиканского, федерального значения. Вы все знаете Малую академию наук нашей республики, физико-математический форум Ленский край, Актюмский филиал Арктического государственного агротехнологического университета, Якутскую комплексную основу Института космофизических исследований и экономии Российской академии наук, Актюмский научно-образовательный центр, Республиканский зоопарк Тодойду, и, конечно же, нашу библиотеку архив Николаев центр нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. В настоящее время на территории села Чапаева, благодаря огромной поддержке нашего первого президента и главы нашей республики, а также благодаря деятельности национальной компании «Роснефть», построен уникальный образовательный комплекс Малой академии республики Саха-Якутия. Главой нашей республики Александром Сергеевичем Николаевым отмечено здание, которое построено в селе Чапаево, Малой академии. Оно является оригинальным центром выявления и поддержки одаренных детей всей нашей республики. И, конечно, она будет одним из самых современных не только на Дальнем Востоке, но и в целом в стране. В образовательном комплексе Малой академии будут установлены лаборатории мирового уровня. Уверен, что в ближайшие годы Актюмским станет территорией, где будут сосредоточены самые передовые образовательные технологии. Мы все знаем, многие жители, юные жители нашей республики, в том числе наши юные хангаласцы, обучались на территории, обучаются на территории нашего наследия и, конечно, получают прекрасное образование в наших
выше принят в актерском мастере. И благодаря этому поступает престижный эпизод не только нашей Российской Федерации, но и зарубежной границы. Ну, таким образом, благодаря дарганительной политике нашего первого президента Михаила Ильича Николаева и, конечно, при поддержке главы и правительства республики, наш Ангаласский вуз становится настоящим центром раскрытия детских талантов и развития образования и науки Республики Саха-Якутия в целом. И задача нас, депутатов представительного органа Ангаласского вуза, оказывать всемирную поддержку, укрепление материально-технической базы и развитие установившегося центра раскрытия детских талантов в нашем вузе, в Алтайском наследии. Для дальнейшего развития образования науки в Ангаласском вузе и в целом нашей республики. Ну, конечно, мы должны тоже сделать свою лепту созданному такому уникальному центру по Ангаласскому вузе. Центр создан благодаря не только нашей республике, но и федеральным средствам и, конечно же, огромным средствам наших националов. И позвольте на этой закончить свой доклад и позвать